честь 11-й годовщины урумчинских событий турецкая неправительственная организация опубликовала два доклада. Доклад под названием «Концентрационные лагеря в Восточном Туркестане. Поэтапный геноцид» был подготовлен Центром гуманитарных и социальных исследований фонда ИХХ. 136-страничный отчет, подготовленный членом Совета попечителей фонда Муратом Йылмазом, который осветил правонарушения, применяемые Китаем в отношении уйгуров, был представлен общественности на пресс-конференции, состоявшейся в штаб-квартире фонда в Стамбульском районе Фатих. Выступая с речью, генеральный директор фонда Бюлент Йылдырым заявил, что отчет содержит подробную информацию и подтвержденные факты, которые помогут понять текущую ситуацию региона. Он призвал мусульман встать на защиту своих братьев и отметил, что СМИ должны быть более чуткими к данной проблеме. С одной стороны, коммунистическая партия Китая меняет сознание народа уйгурского региона, а с другой продолжает уничтожать культурное и религиозное наследие уйгуров. Во втором докладе под названием «Религиозное и этническое давление в прошлом и настоящем», подготовленном Нуритдином Избасаром, описывается трансформация тюрков региона в ходе исторического процесса, а также период беззакония и правонарушений, установившийся вместе с китайской оккупацией. С момента беспощадного подавления мирной демонстрации в Урумчи силами безопасности и вооруженными формированиями Китая прошло 11 лет. 5 июля 2009 года группа студентов Уйгурского университета организовала в Урумчи акцию протеста против давления, дискриминации, похищений, убийств и принудительного труда на фабриках. Коммунистическая партия Китая, которая рассматривает действия уйгуров, определенные Международной амнистией, Human Rights Watch и другими правозащитными организациями как мирная демонстрация, восстанием против власти. Очевидцы утверждают, что коммунистическая партия Китая преднамеренно спровоцировала демонстрантов, внедрив в их ряды людей в гражданском, которые пытались отвлечь демонстрантов от основной цели. В Стамбуле прошла пресс-конференция, посвященная 11-й годовщине урумчинских событий. Организатором мероприятия выступила Ассоциация неправительственных организаций Восточного Туркестана. С 5 по 7 июля в районе Сарачхане будет проходить выставка живописи, посвященная событиям 2009 года. Подобные мероприятия прошли и в столице Соединенных Штатов. Мы призываем мировое сообщество признать злодеяния Китая в Восточном Туркестане геноцидом и принять меры, чтобы остановить Холокост 21 века, заявили представители американо-уйгурских неправительственных организаций. Кроме того, протесты были организованы в Мюнхене и Брюсселе. Во время демонстрации в Брюсселе, организованной Республиканской партией Восточного Туркестана, участники акции призвали Европарламент принять уйгурский закон, как это сделали Соединенные Штаты. Всемирная организация здравоохранения признала, что Китай не сообщил о вспышке коронавируса вовремя. Организация внесла изменения в календарь COVID-19, где 31 декабря 2019 года было отмечено началом распространения эпидемии в Китае, в связи с тем, что задолго до эпидемии коронавируса Комиссия здравоохранения города Ухань сообщала о случаях тяжелой пневмонии. Об этом сообщил офис Всемирной организации здравоохранения в Китае. Изначально на сайте было указано, что китайские власти своевременно сообщили о первом случае коронавируса, тогда как после изменений на сайте организации было указано, что информацией о вспышке эпидемии поделились сотрудники китайского офиса организации. Согласно сообщениям в прессе США, Китай не информировал Всемирную организацию здравоохранения. По утверждению американских СМИ, о распространении опасного вируса организация узнала из сообщений, опубликованных на одном из американских сайтов. Многие политики, в частности президент США, утверждали, что китайские чиновники несут ответственность за распространение эпидемии и обвинили Всемирную организацию здравоохранения в неспособности принять адекватные меры. Президент США Дональд Трамп принял участие в торжественной церемонии в преддверии Дня независимости. Соединенные Штаты являются самой справедливой и исключительной страной, когда-либо существовавшей на Земле, заявил глава Белого дома на мероприятии у горы Рашмор в Южной Дакоте. Его выступление посетили несколько тысяч человек, несмотря на пандемию коронавируса. В ходе церемонии Трамп обрушился с критикой на тех, кто на недавних протестах против расизма пытался уничтожить памятники. По мнению Трампа, цель подобной безжалостной кампании – стереть историю, опорочить героев, подорвать ценности и навязать стереотипы детям Соединенных Штатов. Культурной революции левого толка не удастся разрушить наш образ жизни или лишить нас свободы, заявил глава Белого дома.